Добрый вечер. Мы снова продолжаем «Бугунь» после небольшого перерыва. Вы можете присоединяться к нашему эфиру, задавать вопросы нашим гостям или высказывать свое мнение. Нам очень важно узнать то, что вы думаете о той или иной э, о том или ином событии, которое происходит в оккупированном Крыму или на материке. А говорить мы сейчас будем с Вильдаром Шукурджиевым, участником боевых действий на Донбассе. Он с нами на связи. Добрый вечер, Вильдар. Добрый вечер. А Вас наградили медалью за служение исламу и Украине. Я так понимаю, это была встреча с ветеранами боевых действий, с участниками боевых действий, с крымскими татарами, которые служили, воевали на Востоке, и именно вас награждали этими медалями. Можете рассказать подробности, что за встреча была, что за медаль, кто награждал, кого? Ну, вчера скорее было продолжение той доброй традиции, которую распочал, которую начал, заложил Саид Исмагилов. Меня лично наградили 2 года назад, в 2018 году, а вчера, благодаря этому Саиду, мы продолжили эту традицию. Крым-Гази подал. Ну, основная цель Крым-Гази — это нас всех объединить, участников АПО, ООС, крымских татар, именно крымских татар. Мы подчеркиваем, что мы участники АТО, ООС, крымские татары, и подали списки Саида Исмагилова. Он с удовольствием откликнулся на это, как всегда. И вчера было в День Сбройных сил Украины было награждение участников АТО ООС за служение исламу и Украине. Вы еще совсем недавно служили, да? Контракт у вас не очень давно закончился, если я не ошибаюсь. Абсолютно нет, Роман, вы не ошибаетесь. Контракт у меня закончился 26 июня, 28 числа июня этого года я был дома. Ну, там, где вещи оставил, точнее, дом, потому что Крым, а там все остальное, это там, где вещи оставил. Что сейчас происходит в армии? И что думают вот ваши товарищи, может быть, с которыми вы служили, крымские татары, которых вы знаете, о том, что сейчас происходит на Востоке? Э, Ваше мнение интересно. Ну, не совсем согласен с тем, что сейчас происходит, вот это такое вялое, перманентное какое-то перемирие, так называемое, которое обязывает нас, как військовослужбовцев, подчиняться приказу, а именно приказ не открывать огонь, не поддаваться провокациям. Вот, не совсем был с этим согласен, и поэтому одна из причин того, что я уволился, это было именно это. А изменилось Ну, ли настроение вот у ваших товарищей, у тех, кто из Крыма приехал служить в вооруженных силах? Меняется ли настроение, связано вот с изменением политики, с тем, что мы разводим силы, о том, что мы не открываем огонь? Какие настроения у наши, людей? тех, кто с Крыма, крымские татары, участники АТО и все остальные участники АТО с Крыма именно, так называемые, ну, жители Крыма, бывшие жители Крыма, они цель одна — это вернуться в Крым, его деоккупировать. И мы прекрасно понимаем, что деоккупация Крыма, она напрямую связана с боевыми действиями на Донбассе и на Луганске в этом направлении. То есть я думаю, что корень деоккупации Крыма все-таки он там находится, на востоке Украины. Поэтому после окончания, думаю, боевых действий нашей победы, ну, вопрос вернется и к Крыму. Нет ли разочарования? Ну, я так понял, что раз вы уволились, то у вас оно есть, а вот у ваших товарищей какие настроения? Я там пробыл 4 года, неполных 4 года на Донбассе. И с одной стороны, я и должен был вернуться уже в семью, дети растут без меня. Но с другой стороны, было маленькое такое разочарование. Но при любых обстоятельствах, если будет продолжение открытых боевых столкновений в тех масштабах, которые были, я вернусь, не задумываясь.
И я уверен, что и мои боевые побратимы, те, которые сейчас уволились по той или иной причине, участники Крым-Гази, они тоже вернутся, никаких проблем в этом не будет. Абсолютно. А можно ли деоккупировать Донбасс, ведя минские переговоры? Вот как это видится из окоп? Минские перемовины, те минские домовленности, они только укрепляют врага, укрепляют оккупанта не только на востоке Украины, но и в Крыму, к сожалению. Почему? Именно впечатление и такая уверенность четко. Ну, что такое минские перемовины? Это прежде всего это соблюдение прекращения огня, а это одновременно означает, что враг может укрепляться, может возглавить какие-то фортификационные сооружения. И у него есть достаточно времени для того, чтобы, наоборот, укреплять себя там, на Востоке. В том числе завозить под видом гуманитарной помощи дополнительное оружие, боевиков, незаконных вооруженных формирований. А, И это же пропаганда о том, что вот русский солдат поддерживает миротворческую какую-то миссию на востоке Украины. Она же укрепляется и в Крыму. К сожалению, поколение, которое сейчас растет в Крыму, оно уже, мягко говоря, не совсем из того, что мы видим в средствах массовой информации, не совсем адекватно она относится к Украине уже. ну, то есть вы не верите, что деоккупировать Донбасс можно мирными переговорами, что без войны не обойдется? Очень хочу, чтобы война прекратилась на всей территории Украины, но она прекратится только нашей победой. Другого пути нет. Только наши победы. Победа — это враг ушел, все оставил, извинился, полностью все компенсировал, все построил и после этого ушел. Вот это победа. Насколько готов к этому русский, россияне, я не знаю. А Очень насколько, сомневаюсь. насколько мы готовы к этому, готовы в бою этого добиться? Насколько мы готовы? Думаю, что мы готовы. Вы говорите сейчас о себе или о стране? О стране в целом. А почему вы так думаете? Патриотичный рух тех військовослужбовцев, которые служили первая, вторая, третья волна, она никуда не делась, они остались, они ждут. А долго еще готовы ждать? Тогда патриоты, добровольцы остановили эти навалы, и сейчас мы также способны вытеснить эту навалу за пределы государства. Мы боремся, мы воюем за свое. И враг на той территории, на той стороне, он понимает, что это не его территория. Они сюда пришли грабить. И сейчас они, грубо говоря, не понимают, за что там стоят. Вы сейчас, насколько я знаю, создаете ветеранскую организацию Крым-Гази. Она создана. Она уже зарегистрирована? Да, Роман, да. Она прошла полную процедуру регистрации, и вчера уже было 3-е награждение в рамках Крым-Гази. Расскажите об этой организации. Кто в нее входит, чем вы занимаетесь? В организацию входят ветераны и действующие воины АТО, ООС, крымские татары, військовослужбовцы, крымские татары, из числа крымских татар. Она подразумевает собой объединение именно крымских татар, військовослужбовцев. Основная цель, задача — это, естественно, социальные какие-то гарантии, оздоровления, и объединение под общей целью. Общая цель — это деоккупация Крыма. А какие социальные проблемы чаще всего встречаются у ветеранов? Какие трудности есть у ветеранов АТО? Вот что вы намерены решать? Какие проблемы? К сожалению, у нас пропала связь с Вильдаром Шукурджиевым. Я надеюсь, что нашим инженерам удастся восстановить видеозвонок, потому что история оборвалась, можно сказать, на самом интересном. И мне подсказывают, что он уже с нами опять на связи. Я снова приветствую вас, Вильдар. К сожалению, оборвалась связь.
Давайте поговорим с трудностями, с которыми сегодня сталкиваются ветераны АТО, ветераны ООС. Я так понимаю, это и проблемы с жильем, и это психологические проблемы, и поиск работы. Вот, ну, очень достаточно широкий спектр проблем, которых надо решать, а ветеранских организаций много, и ваша одна из них. Э, На что вы рассчитываете? Какие у вас есть идеи, возможности? Вы правильно сказали, правильно подчеркнули, что у всех ветеранов более-менее схожие проблемы. Это, прежде всего, психологическая реабилитация, если говорить о здоровье. Если у нас, например, ветеран атошник, он с первых дней на войне, с 2014 года провел на войне 6 лет, в этом году он тоже демобилизовался, капитан, офицер, разведчик, командир роты. Вы можете только представить, что уж 6 раз контужены. Наш пресс-татарин Руслан Аблаев 6 раз контужен. Обращались, но, к сожалению, не смогли пока найти взаимопонимание со стороны частных клиник. Например, клиника Кадырова обращались сюда, он категорически отказался его обслуживать. Обращались в государственные органы. Ну, государство как-то повернулось, и сейчас мы готовим пакет документов, чтобы его подлечить. Вот. Другая острая проблема, как для атошников из Крыма, крымских татар, это, естественно, жилищная проблема. Мы живем кто где попало, понимаете. Некоторые приезжают, вот у нас был сбор, приехали со всех регионов Украины на этот сбор, на киевский слет вчерашний, на награждение. Вот. И ну, я, например, живу в общежитии, вот у меня 2 взрослые дочки, 14-10 лет, жена, я просто не могу даже принять кого-то из побратимов. Хотя готов был, я предлагал побратим отдать, и были вынуждены переночевать, перекантоваться на вокзале. Вот. Основная проблема крымчан в том, что атошников нам некуда возвращаться. После того, как мы демобилизовались, нам некуда возвращаться. Я, например, у меня есть общежитие, у меня есть семья, которая меня приняла, которая меня ждала, и как-то я как у меня более-менее адаптация вот этого перехода с войны на мирную жизнь, она, грубо говоря, более мягко прошла, чем у всех остальных. Но я лично знаю пару крымских татар, 23 года, им просто некуда возвращаться, и они вынуждены продлевать контракт дальше, чтобы только оставаться жить при части. Возвращаться некуда. Потому что некуда на материковой Украине, потому что все-таки контактно мы проживали на территории этого полуострова в Крыму. То есть все родственники, дяди, все находятся в Крыму. Вот. И они вынуждены, хотя уже я знаю, что у них есть здоровье, уже не позволяет дальше тянуть. Это, поставить температурные перепады, постоянно недосыпание, постоянно недоедание, постоянно отсутствие каких-то социальных, была к тому, к чему мы привыкли. В конце концов, свет это большая роскошь в тех местах, где приходится воевать. Вот эти проблемы мы все озвучиваем и надеемся на поддержку. Да, еще одна актуальная проблема, может быть, для нас новость, а может быть нет. Вы знаете о том, например, Роман, что в Киеве, в Киевской области отсутствует место для захоронения мусульман, как такового его нету. В Киевской области его нет, этого места. Кладбище для мусульман нету места. То старое, как они принимают, и мусульмане вынуждены сейчас хоронить своих родственников, своих близких друзей где угодно, только не в Киеве, в Киевской области. А по самым скромным подсчетам, только в Киеве проживает более 60 тысяч мусульман. Эту проблему тоже надо озвучивать. То есть, по большому счету, нам, воинам-мусульманам с Крыма, из других регионов Украины, которые проживают сейчас на территории Киева, нам не только жить негде, но и, по большому счету, и умереть негде, понимаете? Да, это получится как в фильме «До дому» Наримана Алиева, да? Когда К отец... сожалению, я не видел, слышал о нем, к сожалению, я его не видел. Но обязательно после ваших
вашего напоминания его непременно посмотрю. Ну, там сюжет о том, что в АТО погибает молодой парень, крымский татарин, и отец его с младшим братом везет домой в Крым. Ну, до 18 года это можно было как-то пропетлять, и туда действительно привозили наших героев, которые погибали в зоне АТО, и их провозили через границу, так называемую границу, и хоронили в Крыму. Сейчас это невозможно. Ну да, и в фильме К это сожалению, война тоже. продолжается. К сожалению, война продолжается, и вот этот всемирная эпидемия, она тоже оптимизма не добавляет. А вас слышат? Вам по закону что-то положено? Какие перспективы? По закону положено, да, 210 статья, мы можем стать на чергу на отримання жилья. Но опять-таки, для того, чтобы отримывать жилье, это целая процедура, не только бюрократическая. И мы прекрасно понимаем, что надо собрать справки, мы прекрасно понимаем, что нам надо подходить по органам, издать эти справки, всю эту процедуру, мы с ней согласны, мы не пытаемся в какие-то игрища и незаконным путем или обойдя какие-то все эти госорганы получать и пользоваться какими-то привилегиями и получать путями себе жилплощадь. Нет. Ну, проблема не в том, Роман, проблема в том, что для того, чтобы мы начали, вот опять повторюсь, у меня есть, я в Киеве, я проживаю в общежитии, у меня есть база, я могу этим заниматься. Но десятки других пацанов и девчонок, которые не могут заниматься, у них нет базы, они находятся на территории воинской части, они живут при воинской части. Они не могут заниматься собиранием этих документов, понимаете? Их отпускают в отпуск, это я знаю, это реальный случай, отпускают в отпуск. Человек, парень, сослуживец, крымский татарин приходит ко мне и просит: Вильдарага, попросите, сделайте так, чтобы меня не отпускали в отпуск. Я не хочу в отпуск, вы же знаете, мне некуда ехать, понимаете? А закон обязывает его отпустить в отпуск. Его выгоняют с территории части. Что он делает? Он напротив снимает квартиру. Потому что ехать просто некуда, понимаете? Да. И Серьезная вот это тема. промежуточное звено, какое-то выделение общежития, хотя бы для регистрации и потом для сбора документов, для постановки на учет по 280 статье, там, по 520 там, по постанове. Этого нету. Хотя бы выделили какое-то общежитие, мы уже и согласны своими силами, за свой ресурс его починить, отреставрировать, и причем гарантируем оплату, социальную оплату, там какие-то коммунальные, все это мы гарантируем. Но опять-таки, пока все это на уровне обещаний, выходили наш руководитель Рустем Халилов выходил на мэра Кличка, на мэра Киева. Ну, пока только все это на уровне обещания. Мэр Кличко скидывает ниже, тот скидывает еще ниже, и в конце концов там какой-то приходит клерк, обыкновенный клерк, менеджер, который там испугается на нас и не понимает, что мы хотим. А тот пришел к нам навстречу только потому, что ему приказали. И вот он говорит: ребят, вы же понимаете, я не могу решить вопрос. Меня послали с вами встретиться, я с вами встречаюсь. Но я не решаю этот вопрос. И вот так Да. спинают. Серьезная, конечно, серьезная проблема, о которой действительно нужно говорить. Я желаю вам удачи в вашей борьбе за права ветеранов и ветеранов АТО крымских татар. Вильдар Шукурджиев был с нами на связи, участник боевых действий на Донбассе. Наше время подошло к концу. Буквально через несколько минут в эфире «Заман». Не переключайте. Bunlar geldiler, benim evimden de çıkardılar da. Dediler herhalde bu evlerde Rus askerleri yaşayacak. Bizim milleti kapaylar, horlaylar, obısk eteler, bilmem bir şeyler eteler, halkım horlaylar. Nasıl ettim bakacağım? Normal adam edim, ben asker değil edim. Ama bunlar mecbur beni ettiler. Bir sene anda
savaş ettim. Bu devlet için, bizim millet için 14